Здравствуйте, в эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Деньги любят счет. Водяной знак и вот условное обозначение номинала, это называется филигрань. В чеченском отделении Банка России состоялся День открытых дверей. Расскажем, почему нельзя напечатать много денег и всем раздать. Рев мотора. В Чеченской Республике состоялся 5-й этап гонок по джип-спринту на Кубок Северокавказского федерального округа. Адам Магомедов поделится именами победителей. Спорт как норма жизни. Просторное поле площадью 90 на 60 метров, мягкий газон, четкая разметка. В Грозном функционирует уникальный крутой футбольный манеж. В 2025 году культурной столицей Российской Федерации будет город Грозный. Об этом решении стало известно в финале конкурса, который прошел в Москве. Чем привлекла и заворожила столица региона почетное жюри. Мадина Кураева. Первым финал конкурсной программы открыла Чеченская Республика. Яркий ролик о столице региона не оставил равнодушным никого. Город Феникс, возродившийся из пепла. Гостям рассказали о всех преобразованиях в Грозном, как за столь короткое время он смог развиться во всех сферах деятельности. Благодаря политической воле первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, заложен крепкий фундамент, на котором Грозный не только восстановился, но и стал символом возрождения. Национальные танцы показали темперамент и дух народа. Чеченская Республика выступила самыми яркими номерами. Все присутствующие наблюдали с большим интересом и волнением. Конкурс «Культурная столица года» стартовал в 2023-м, и каждый год эксперты будут присуждать это почетное звание одному из городов страны. На этот раз участие принимали 19 конкурсантов. В финал вышли 8. Среди них и Грозный, который заочно стал победителем 2025 года. Культурная столица 2025 года – город Грозный, Чеченская Республика. Браво! Наши поздравления! Градоначальник Хасмагомед Кадыров поблагодарил организаторов и участников, пожелав дальнейших успехов. Хочу поблагодарить всех организаторов и участников. Хочу пожелать дальнейшего удачи всем. Наш первый президент Ахмат Хаджи говорил, что без культуры нет нации. Поэтому 24-й, 25-й, все прошедшие годы для нас годы культуры. И мы будем делать все для развития. Удачи всем! Гости вечера остались под яркими впечатлениями от выступлений чеченской делегации. Выступление чеченской делегации очень выделялось. И танцами. А в конце, когда спел ваш вокалист, по-моему, публика просто онемела. Это просто публика онемела, что такой уровень, это вообще уровень Италии. Такой проникновенности, такой вот глубины культуры, этого духа. Мы прям были очарованы. И являясь представителем самого западного города нашей страны, города Калининграда, мы понимаем, что да, мы в чем-то, может быть, даже можем позаимствовать у вас какие-то подходы. Стоит отметить, что проект «Культурная столица России» станет аналогом новогодней столицы, благодаря чему победитель получит федеральное финансирование на творческий проект и станет точкой притяжения для культурного туризма. Мадина Кураева, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В Российском университете спецназа стартовала ежегодная военно-патриотическая игра «Наша сила в единстве». В каждой команде по 10 человек. Это старшеклассники из городов воинской славы России. Отбор участников прошел по результатам специальных межшкольных соревнований. Команды-победительницы будут награждены кубками и дипломами Союза городов воинской славы и мэрии Грозного. В этом году участвует 17 команд различных регионов, включая Чеченскую Республику.
Конкурсы будут проходить в течение 3 дней, 1, 2, 3 октября. Всего проходит 14 конкурсов. Вот. Конкурсы командные, а также конкурсы индивидуальные, конкурс капитанов, который ориентирован именно на подготовку капитана команды. Это комплексный конкурс. Конкурсы включают в себя самые различные направления подготовки, такие как стрелковая подготовка, знание устройства оружия, снаряжение магазинов, вязание узлов, оказание первой помощи. Они позволяют проявить лучшие скоростные, силовые, командные качества. Как определить настоящую купюру от фальшивой и почему много денег в обороте – это плохо? Банк России провел День открытых дверей. Юным финансистам, посетившим мероприятие, провели развлекательную и в то же время познавательную программу. Амина Тупилагова открывает на нас самый закрытый банк. Шарики, детский гугот, большое количество гостей. Для Банка России атмосфера весьма нетипичная. Поводом послужил День открытых дверей. Сюда, конечно, ограничен вход. Не все скажешь, и с людьми общаться трудновато. Нам всегда хочется, чтобы люди побольше знали о деятельности, нашей деятельности Центробанка России. Так вот этот день нам позволяет полностью пообщаться со всеми слоями населения, местным населением, и показать, чем мы занимаемся. Для гостей была подготовлена обширная программа. В первую очередь их познакомили с музейными экспонатами банка, эксклюзивными монетами, старинными и юбилейными. Это дирхам, да. Смотрите, все видят? Посмотрите, ребят, посмотрите. Это арабские деньги. Гвоздем программы по праву можно считать мастер-класс по определению подлинности российских купюр. Как пояснил эксперт, их следует проверять не менее чем по 3 признакам: на просвет, на ощупь и изменяя угол зрения. Вот если посмотреть чисто визуально, как вы можете, простые люди, определить. Вот если наклонить банкноту, мы здесь видим 2 буквы РР. Это тип-эффект. Вот этот эффект делается очень на хорошем оборудовании, в 2 этапа, 2 способа печати там присутствуют, поэтому его тяжело подделывать. Здесь же показали образцы бумаги, из которой печатают деньги, и рассказали об этапах, через которые они проходят, прежде чем попасть в оборот. Для тех, кто не смог посетить мастер-класс, но хочет обезопасить себя от подделок, есть выход. С информацией о защитных элементах банкнот можно ознакомиться на официальном сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение» и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». В рамках мероприятия также проходил лекторий по финансовой грамотности, где эксперты рассказывали, как противостоять кибермошенникам и принимать взвешенные финансовые решения. Кроме того, была возможность познакомиться с историей банковского дела Чеченской Республики. Очень полезно было, узнал очень много про купюры, то, что их практически невозможно подделать. Узнал там то, что есть микротекст, то, что для слепых или плохо видящих тоже можно различить эти купюры. Национальный банк России – учреждение достаточно закрытое и серьезное, к которому не имеют доступа физические лица. А День открытых дверей дает уникальную возможность познакомиться с его деятельностью. Амина Тупилагова, Саидали Ампукаев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В фонде имени шейха Заида прошел юбилейный 200-й кредитный комитет. Каждую неделю на протяжении 7 лет в фонде имени шейха Заида проводится подобная работа, на которой одобряет от 3 до 7 бизнес-проектов от заявителей Чеченской Республики. Всего за время существования фонда имени шейха Заида одобрил 450 проектов и рассмотрел около 3000 заявок. Благодаря одобренным проектам в регионе было создано более 1500 рабочих мест. Фонд имени шейха Заида по поддержке предпринимательства и инноваций на самом деле является уникальной организацией, которая предоставляет именно поддержку реальному сектору экономики, малому и микробизнесу, и поддерживает в целом и бизнес, и предпринимателей, как на уровне финансирования, так и на уровне предоставления обучения, тренингов, семинаров. Не только в республике, но и во всей стране. В Геленджике состоялось торжественное открытие парта Героя нашего времени имени Героя России Магомеда Тошихаджиева. В церемонии приняли участие заместитель главы Геленджика Андрей Ермаков, помощник представителя главы Чеченской Республики в Краснодарском крае Асланбек Макалов, а также сотрудники Министерства внутренних дел по Чеченской Республике. Учащиеся выступили с концертной программой. После концерта было посажено дерево на аллее Дружбы народов. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику погибшим сотрудников органов внутренних дел Геленджика. Напомню, в ходе нападения на семью Тошихаджиевых боевиками в 2001 году
году 15-летний Магомед в перестрелке из отцовского автомата уничтожил нападавших и сам был смертельно ранен. Как нам всем известно, героями не рождаются, а ими становятся. Способность во имя Родины проявить мужество и самоотверженность в трудный час, не думая о себе и о своем благополучии, отличает героических людей. Сегодняшний образовательный проект «Парта Героя» напоминает нам о том, что всегда есть место для подвига. Это нам доказал чеченский юноша Ташваджи Магомед Саидович, то есть самый молодой герой Российской Федерации, погибший в бою с террористами. Мне бы хотелось поблагодарить преподавательский состав, а также образовательную систему за то, что они проявляют терпение и объясняют нашему подрастающему поколению, что в нашей стране были, есть и будут люди, способные, невзирая на свой возраст и чин, защитить нашу Родину. Окраина Шали стала местом, где грязь и вода – это нужный атрибут. 5-й этап Аджи-спринт у Северо-Кавказского федерального округа собрал любителей внедорожных ралли. Чтобы пересечь финишную черту, участникам пришлось в буквальном смысле переворачиваться. Ада Магомедов о любителях грязных машин. Около 100 экипажей со всего СКФО собрались на окраине города Шали для того, чтобы показать свою сноровку и скорость. Один из них, Мурат Газаев, приехал он из Кабардино-Балкарии и будет участвовать в соревнованиях как штурман. Опыта в турнирах по бездорожью у мужчины нет. Ну а насколько он хорош, станет ясно в конце гонок. В любом случае, настрой отличный. Готовились с другом, подготовили УАЗик. Не знаю, о подготовке, как говорится, трасса покажет. А что касается настроя, то настрой боевой, как и у всех. В основном участники ездят на вазовских внедорожниках или же Ниве. Некоторые модифицированы в зависимости от категории, в которой соревнуется экипаж. Гонщики берут с собой все необходимое в рамках мер безопасности. После краткого инструктажа идет старт. 3, 2, 1. Сегодня стартовали участники 4 категорий. Им предстоит сделать 8 кругов. Протяженность одного составляет около 2 километров. Необходимо пройти различные преграды. Это и подъемы, спуски, лесные массивы, а также некоторые скоростные участки. То есть самое главное – это не только быстро добраться, но и с целой машиной. Я приехал сюда, чтобы поддержать нашу команду из Дагестана «Раптор». С кем приехал? С папой моим и его с другом. Интересно тебе будет? Да. Конкуренция высокая, никто не хочет уступать, из-за чего соревнования получились по-настоящему зрелищными. Много подъемов, крутых поворотов, грязи и водных препятствий. Порой даже теряется контроль, и случается такое. Все бывает. Задели, это гонка. Уже привыкли. И переворачиваться, и ломаться привыкли уже. Не первый раз? Да. Ну а чувствуете себя как? Нормально? Нормально. Первый день 5-го этапа прошел без потерь. Осталось еще 2 категории, которые пройдут во второй. После этого гонщики отправятся в Карачаево-Черкесию на 6-й этап. Ада Магомедов, Сайдамин Мусаев, Сайдали Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Спортивный объект, оснащенный всем необходимым и позволяющий проводить тренировочные занятия круглый год и турниры различного уровня, стал украшением спортивной жизни региона с момента открытия. Чем уникален этот объект, в сюжете Медины Мударовой. Его ждали 3 года. Первый полноценный крытый футбольный манеж в Чеченской Республике площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Расположился он возле стадиона Ахмат-Арена. Открытие состоялось в мае 2023 года. С того дня учреждение полностью функционирует. Он построен в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Манеж позволяет проводить спортивные соревнования высокого уровня и круглогодичную подготовку различных групп спортсменов. На поле регулярно тренируются воспитанники Республиканской спортивной школы футбола. Готовы тогда сегодня тренировки. Сегодня, как вы видите, мы проводим тренировку в новом крытом манеже. Это у нас первая тренировка здесь. Как вы видите, какие условия созданы. Очень хорошие раздевалки, очень хорошие условия для всей команды. Так что от вас требуется только хорошо тренироваться. В
В команде 20 человек, один из них Магомед Чеспиев отмечает, что тренироваться в таком огромном помещении – одно удовольствие. Очень атмосферно, хорошее поле. Раньше было неудобно играть на улице, было иногда холодно, иногда жарко, а здесь хорошая температура. Магомеду Альвиеву 15 лет. Футболом занимается с 7. Он тренировался на многих полях, включая иногородние. Но именно Грозненский манеж его по-настоящему впечатлил. Мне нравится, во-первых, большое объемное поле для расположения всей команды. То есть можно заниматься различными видами тренировок и упражнений. Хорошая атмосфера, отличный свет, все видно идеально. Высокие потолки, а также широкие разметки. И, несмотря на поле, есть разметки для бега. Одним из неудобств, как отмечают работники и воспитанники, были, конечно же, погодные условия, в которые порой невозможно было проводить полноценные тренировки. Иногда приходилось выезжать из-за пределы региона. Проблема эта решилась, и не одна. Все на высшем уровне, стандартное поле. Такого вообще не ожидали. Очень рады этому, то, что здесь есть именно для детей, для развития футбола в нашей республике. Манеж станет центром обмена опытом спортсменов со всей страны, позволит проводить межрегиональные и всероссийские соревнования. Просторное поле площадью 90 на 60 метров, мягкий газон, четкая разметка. Среди множества удобств можно выделить и трибуны, рассчитанные до 300 человек. В учреждении предусмотрен спортивный зал, оборудованный тренажерами, снарядами и спортинвентарем. Также есть раздевалки, комнаты для тренеров, методический кабинет, буфет и тренажерный зал. В свободное время здесь могут играть и жители республики. Спортивные площадки в регионе создаются в большом количестве, и с каждым разом они удивляют своей архитектурой и масштабами. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Мусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и приложении «Смотрим». До новых встреч в эфире.